Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Вот, как сказал Владимир Николаевич, наша организация называется «Объединение по продвижению и консолидации народной дипломатии Интерсфера». И как яствует из самого названия, мы вплотную занимаемся именно вопросами народной дипломатии. Вот уже 16-й год подряд мы проводим конкурс «Будущий дипломат» среди школьников республики. Конкурс помогает ребятам чувствовать себя увереннее в общественно-политических дисциплинах, в выборе профессии, в росте их гражданской активности. А в 2015 году, когда мы организовали общественную организацию «Интерсфера», туда собрались молодые люди, интересующиеся международной политикой. Было ими реализовано несколько федеральных и республиканских грантов. Мы участвовали в этих грантах и выиграли эти гранты. Это выиграли как республиканские, так и федеральные. Были проведены значительные мероприятия международного характера. Например, как Международная летняя школа для молодых дипломатов Китая и России в августе 2017 года в Актемцах, куда приехали 25 китайских школьников, 2 китайских профессора. Дальше, 15 ребят из Московской гимназии «Жар-птица» и 10 наших якутских ребят. И всего, дальше приехали еще 2 профессора из дипломатической академии. Вот китайские товарищи нам предложили провести 2-ю школу именно в Китае. Было организовано и подготовлено все, вплоть до принятия специальной статьи в бюджете провинции Хэйлунцзян, предместья Харбина. Этот был, должен был провести эту школу, но известные вам события помешали этому. Хотя мы сейчас и поддерживаем связь с Генеральным консульством Китая в Хабаровске, мы этот вопрос, не снимаем с повестки дня. Также у нас очень хорошие связи с Ассоциацией российских дипломатов в городе Москва и с дипломатической академией. Вот дипломатическая академия, потому что по соглашению между дипломатической академией и правительством Республики Саха-Якутия, подписанном в ноябре 2018 года в Москве, наш победитель конкурса «Будущий дипломат» поступает прямиком в дипломатическую академию по целевому набору. Вот. И уже вот по этим договорам поступили и учатся успешно в дипакадемии 9 финалистов конкурса из разных городов и сел республики. Также участники конкурса «Будущий дипломат» поступают также в лучшие учебные заведения России и за рубежом. Так, далее. 16 февраля 2021 года Интерсфера подписала 4-стороннее соглашение о взаимодействии в области международного молодежного сотрудничества и продвижения народной дипломатии с Министерством молодежи, Министерством образования и науки и с Министерством по внешним связям и делам народов. Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем, у нас некоторые предложения в процессе изучения в Министерстве внешних связей, это мы очень поддерживаем это, и организовать молодежный формат Ленского клуба с последующей организацией мероприятия международного масштаба в республике в 2023 году. Молодежный отдел при Ленском клубе позволит вовлечь неравнодушную молодежь в обсуждение решения важных государственных вопросов Республики Саха-Якутия. Помимо молодежи, молодежный формат Ленского клуба может стать межрегиональной и федеральной молодежной площадкой для обсуждения выработки решений по глобальным вопросам и вызовам. Мне кажется, в последнее время идет очень много вопросов, разговоров и проектов по освоению Арктики. И мне кажется, в федеральном плане освоение арктических территорий слабо видится якутская компонента.
вот хотя бы соответственно географической соотнесенности нашей республики к арктическому сектору. Много говорят о проектах и деятельности российских компаний в европейской части, на Урале и в Сибири. А по Якутии, как нам кажется, мало. Вот предлагаем мы выдвинуть смелые, мощные проекты, чтобы позиционировать себя, застолбить, так сказать, свое присутствие. А то ведь скажут, что вот, мол, никого не было здесь до вас. И вот поэтому проекты у нас, у Интерсферы есть. И, конечно, вот как я уже вкратце вам сказал, мы можем работать именно по таким проектам. Спасибо за внимание.